мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Сравнивали с великим волшебником-сказочником Гофманом и невероятным художником Дали. О нем писали как о художнике невероятном, непредсказуемом и недосягаемом. И действительно, то, что он сделал в искусстве фотографии, никто не делал до него и после него тоже. И то, что он сделал, а это мир совершенно необъяснимый, порой непонятный, тревожный, волнующий, это был его мир, где было много красоты, где много было любви, нежности и чего-то совершенно необыкновенного. А звали этого удивительного волшебника и реального человека Виктор Гончаренко. Я никогда не забуду, когда зимним днем я ехал и увидел Виктора на улице в глубокой депрессии. Оказалось, он остался без лаборатории, без мастерской. А для художника это очень сложно. Мы эту проблему решили быстро. Поехали в его лабораторию и 2 дня перевозили ко мне в мастерскую все его вещи, все его экспонаты. Виктор не ожидал, он не верил. Захар, ну ты что? Так же никто мне не предложил, никто с кем я не разговаривал, никто даже не заикнулся, чтобы протянуть руку помощи. И мы с ним обок где-то прожили, наверное, больше 3 лет. Виктор был художник от рождения. Художник, который не становится с годами, а художник, который рождается. Его всегда отличала вот эта творческая активность. Что бы он ни делал, о чем бы ни говорил, уже потом, когда он снова обрел свою мастерскую, он любил ко мне приходить. И даже по поводу бороды, о которой мы говорили, что он всегда: ну как, Захар, ты воспринимаешь меня с бородой? Вот. Конечно, он очень симпатичный человек, он красив и в мыслях, он красив в своих чувствах, он красив и внешне, как мужчина. Часто я проезжаю по проспекту, где он живет, вот я вижу Гончаренко, побежал к себе в лабораторию, подтянут, элегантен. Вот это всегда его отличала элегантность и красота, потому что это гармония. Гармония. Художник должен быть очень гармоничен, не безобразен, гармоничен. И в своих работах, и в самом себе. Виктор — это художник с большой буквы, который олицетворяет в себе, я не боюсь этих слов, искусство художественной фотографии Беларуси 20 века. Сегодня фотография, она идет другим направлением, у нее другие технологические возможности. Сегодня присутствуют интересные компьютерные технологии, то, что позволяет фотохудожнику и вообще художнику работать иначе. А Виктор — это носитель как раз той, будем говорить, классической
той красивой классической фотографии, технологии, вот, которую мы навряд ли уже увидим в последующее время. В интервью газете «7 дней», а оно было напечатано в номере за 24 апреля 1999 года, на вопрос журналиста, что отличает дилетанта от профессионала, Виктор Павлович Гончаренко ответил так. «Профи отдается своему делу без остатка. Нужно быть разносторонним, развитым человеком, поэтом и художником, знать мировую культуру, обладать вкусом и фантазией и, наконец, иметь что-то от Бога. При удачном сочетании этих качеств и рождается мастер». Он был высококлассным мастером, настоящим художником, и все, что он делал, было отмечено печатью очень тонкого понимания красоты окружающего мира. И когда смотришь на его работы, возникает вопрос, как это сделано, из чего, почему именно так, где это он увидел, где это он подсмотрел. Для него этих вопросов не существовало. Он сначала делал набросок своего будущего фотопроизведения, потом искал материалы для осуществления самой идеи, компоновал их и так далее, и так далее, и так далее. И маленький кусочек стекла, и раковинка, и перышко, и поломанная игрушка – все для него имело значение, и в этом во всем заключались целые миры. И так появлялись на свет его удивительные закаты и рассветы, дрожащие капли росы и очень много удивительного. Это и рыбы, и птицы, и человеческие лики. Все поражало воображение. Он снимал фотомодели и делал буклеты и проспекты, фотоальбомы авторские и фотоплакаты. Он сотрудничал с самыми разными изданиями, в том числе с таким журналом, как «Интердайджест». Он участвовал в самых разных выставках и конкурсах. Его работы демонстрировались в Германии, США, Англии, Бельгии, Италии. У него был успех, признание, было и непонимание, были очень обидные случаи. Он рассказывал о том, как чиновница из управления культуры приехала и срезала ножницами те фотографии, которые ей не понравились. Было всякое, но все это оно только обостряло в нем чувство борца за свои взгляды, за свое искусство. И он умел отстаивать свои взгляды и то, что он любил. Так получилось, что я оказался в этой фотостудии, в этом маленьком павильоне, который на протяжении ряда лет принадлежал Виктору Гончаренко, моему другу. Здесь он снимал достаточно много, творил маленькое пространство, но все оно было окрашено как бы его отношением к творчеству, атрибутикой. Мы с Виктором были совершенно разными людьми в фотографии. У меня такая фотография простора,
полета. У него замкнутая фотография, выстроенная, сложная, изощренная, может быть, даже непонимаемая. Но при этом мы были очень близки по-человечески. Он был моим очень хорошим другом. Придя сюда, долго здесь не мог снимать. Я ощущал присутствие здесь духа Виктора Павловича. Просто буквально я порой ощущаю такие вещи. И не то, что он мне мешал снимать, но у меня такое было ощущение, что он внимательно наблюдал. Может быть, сейчас он здесь и витает, как я распоряжаюсь его пространством, его вещами, часть которых я оставил. Он был очень разным. Он, я вспоминаю, был достаточно строгим человеком. То есть он мог пойти и сделать кому-то замечание, ну, что я не решался делать из-за какой-то, может быть, деликатности определенной. А он мог спокойно пойти это сделать, но при этом он мог потом подмигнуть так незаметно, что он был при этом достаточно добрым человеком. То есть одновременно в нем вот соединялась эта строгость, когда он мог настоять на своем, добиться своего в отношении с окружающими, я не знаю, с издателями. Вот при печати альбома он проверял там каждую буковку, выстраивал с дизайнером каждое приложение, занимался шрифтами. Альбом, к сожалению, так еще и не вышел. Мы надеемся, что выйдет из его последних фотографий. Но, тем не менее, он умел настоять на своем. И при этом в нем сочеталась с этим такая мягкость в отношении к друзьям. Друзьям был готов отдать внимание, по крайней мере, свою доброту, теплоту. Сейчас в фотографическом пространстве белорусском, честно говоря, вот такого человека, с которым я мог бы посоветоваться, так как с Виктором, у меня нет. Гончаренко родом из Украины. Дед Виктора Павловича был известным фотографом в Харькове. А сам Виктор Павлович Гончаренко родился 11 февраля 1943 года в Чимкенте. В Беларусь он приехал, когда ему было 14 лет, и, как потом сам рассказывал, увидел я всю эту красоту и решил остаться. И считал он себя белорусом. Учился он в Витебском медицинском институте, увлекался любительской фотографией, и надо сказать, что большое влияние в выборе профессии на него оказал Александр Дитлов, наш известный фотохудожник. Он заметил, он увидел в парне настоящий талант. Это было его творческим началом. Он работал вместе с такими режиссерами, как Пташук и Савелло, с другими режиссерами, и в общей сложности отработал фотохудожником в 13 фильмах. Его творческая мастерская находилась в подвале областного дома народного творчества. Это библиотека Пушкина в Минске. Здесь создавались его шедевры. И эти работы многих удивляли, кого-то они приводили в восторг, кого-то завораживали, а кого-то просто шокировали. Но надо сказать, что сам Виктор Павлович никогда не изменял себе. Ему был чужд рационализм и здравый смысл в творчестве. Кстати, в жизни во многом тоже. У нас с Виктором начался, можно сказать, служебный роман. Мы работали в одной сфере, в Доме книги. Мы моментально друг другу понравились. И на третий день нашего знакомства он мне предложил выйти за него замуж. Только это предложение прозвучало немножко странновато. Он говорит: Лючка, выходи за меня замуж, только я женат, у меня 2 детей. Но если, говорит, ты меня подождешь год,
мы с тобой поженимся. И ровно через год мы с ним поженились. И он начал меня приучать к природе. И он умел находить места по карте, вот что самое интересное. Он берет карту, смотрит на нее и говорит: так, вот тут какая-то высота, вот это вот озеро, на нем 3 острова, это то место. И мы ехали туда и никогда не ошибались. То есть мы туда приезжали, и действительно, это была огромная высота, на которой стояла когда-то церковь. Это шикарные 3 острова. Мы там отдыхали подряд 6 лет. Что бы он ни хотел сделать, у него все получалось. Предположим, если это дача, значит, это дача такая, у которой нигде. Это если цветы, значит, цветы лучше, чем у всех. Он с ними разговаривал на даче, он их кормил, он их гладил. Цветы его любили безумно. У нас цветы необыкновенные. У нас нету никаких парников, у нас нету никаких таких грядок, чтобы там много росло овощей. У нас главное вот это цветы. Витя всегда говорил такую фразу: «Люсь, у меня злой ум, но доброе сердце». И это действительно так, потому что он очень четко чувствовал фальшь, мог отделить искренность от фальши, доброту от какой-то лживой доброты или какой-нибудь такого добренького какого-то человека. То есть он очень четко все это чувствовал и очень четко все это разграничивал. Это редкое качество в наше время, потому что Витя, в общем, по своей сути человек очень творческий, и какого-то такой деловитости, практицизма у него не было. С Виктором Гончаренко я встречался только один раз, к сожалению, один раз, и это было на записи программы «Встреча в Троицком». Я увидел моложавого, подтянутого человека, очень энергичного, элегантно одетого, и он мне показался импульсивным, взрывным и даже рисковатым. Он, наверное, таким и был, но кроме этого он еще был очень добрым и веселым человеком, так утверждают его друзья. А что касается его друзей, если вспомнить выражение «скажи мне, кто твой друг», то его друзья – это талантливые люди с Божьей искрой в душе. Поэтесса Любовь Шелек, художники Николай Селищук и Вячеслав Захаринский, фотохудожник Георгий Лихторович. Это действительно талантливые и неординарные люди. Кстати, Любовь Шелек посвятила Виктору Гончаренко стихотворение, а в нем такие строки. «Все хранимо в движении творчества, от вселенского до одиночества, от телесно-нерукотворного до предвечного взгляда горнего. Все хранимо в немой бесконечности фотографии, фотовечности». Калі ўспамінаць вандроўкі з ім, то мы вельмі шмат ездзілі па нашых грыбных грядках, як мы іх называлі. Ён заўсёды, як прыходзіла вясна, вось прыкладна красавік, ён тэлефанаваў да мяне, пытаўся: «Ну, Жош, як там грибочкі пайшлі?» Я кажу: «Ну, напэўна, поедем проверять». И мы ехали. Ехали на Лагойшчыну, ехали на Смаргонские наши мясціны і пад Шчыткавічы туды, пад старыя дарогі ажно. У розных мясцінах бывалі, і вось тая самая пантаннасць, з якой ён рабіў свае працы фотаграфічныя, тая самая пантаннасць прысутнічала яго пры зборы грыбоў. Это спаборніцтва, это хто колькі набраў. І трэба было бачыць яго задавальненне, бачыць яго вось грыбны паляўнічы азарт, это цудоўныя імгненні былі. Але заўжды з гэтых вандровак
Я привозил в основном грибы, там, ну и раз по раскадры некие там аппарат, коли возьмешь с собой, там нечто сдымешь. А ён усё некие карэнчики, каменчики, нечто еще некое перышко от птушки. И вот потиху я, ну что ты тягаешь, это все там, это, некие речи пригожие были, там сами по себе, по форме, там, по своих там неких кольоровых ситуациях. Але были такие некие недоречные и незграбные, что я нават дивился, навошта тебе, это ж просто ну, непригожа. А потом, когда з'являлись его працы, где эта речь ледь не галоўным героем была ў гэтай фотаграфічнай працы, я трошечки по-іншаму уже сам глядзеў на гэтыя вось каменчыкі і карэнчыкі, якія трапляюцца пад ногі. Я памятаю вочы людзей на яго выставах, это заўсёды абыякавых там не было. Вось што самае галоўнае. Не было вось так, калі праходзіць як міма шпалераў, міма твораў мастацтваў. Там заўсёды былі спрэчкі, там заўсёды былі розныя думкі. Сегодня, когда я вспоминаю про Виктора, я вспоминаю его живого. Для меня, когда здарилася эта трагедия, я не мог ніяк зразумець, что его нема. Бо он завжди такий, нават тяжко подшукать некое слово докладное. Он вельмі любил жыццё и любил его во всех проявах. І ў жанчынах, і ў вандроўках, і ў творчасці ў нейкай. І, ну, што б ён не рабіў, ён рабіў гэта прыгожа і з любоўю. Первый раз он женился, когда ему было 19 лет. Сейчас его жена Тамара и сыновья Дмитрий и Андрей живут, как принято говорить, в дальнем зарубежье. Свою вторую жену Людмилу он повстречал в Доме книги. Это было в 1979 году. Он увидел ее, влюбился, через 3 дня признался в любви, и через год они поженились. От второго брака 2 сыновей – Антон и Алексей. Это были удивительные дни счастья и 24 года, наполненные любовью и взаимопониманием. По крайней мере, так нам рассказала о своей семейной жизни Людмила Георгиевна. Люся, как звал ее Виктор Павлович Гончаренко. Он любил ее, и все, что он делал, он посвящал ей. Он выращивал удивительные цветы на даче, и это для Люси. Он своими руками сложил камин на даче, и это для Люси тоже. И альбом авторский он тоже посвятил своей жене. Он многое умел и многое мог. У него были творческие амбиции, и они были совершенно обоснованы и справедливы, потому что он был человеком талантливым и чувствовал силу своего таланта. Все случилось совершенно неожиданно 21 июля 2004 года. На лето они снимали деревенский дом. Утром он почувствовал себя неважно, ну, чего не случается, всякое бывает. Правда, он был гипертоником, но и с этой болезнью люди справляются. Ему стало плоховато, он прилег, разговаривал с женой, которая сидела рядом с ним. Вдруг короткая агония, и его не стало. И по сей день его близкие, родные не могут поверить в то, что его нет. Его нет, но остался его мир. Мир, созданный им. Нежный, трепетный, жестокий, очень яркий, фантастический. Мир, где столько много любви и нежности. Мир, который он любил. Все равно, где бы мы не причалили,
островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали, не поднять нам устав ресниц.